Один шаг или целая пропасть. В США прошла важнейшая встреча, которая может приблизить мир. Украина и Россия договорились о прекращении огня. Невероятно, но факт. Есть подробности. Путин снова блеснул талантом геополитика. Хозяин Кремля провоцирует руководство Казахстана. Соседи уже резко отреагировали. Мощный удар по элите захватчиков. Украинские дроноводы нанесли огромные потери самому отборному российскому подразделению. Крым оказался на несколько часов отрезан от государства-агрессора. Поезда застряли в пробке. В чем причина? Расскажем. Это не должно было попасть на видео. Диктатор опять не послушал врачей, и вот результат. Рухнул на глазах у сотен людей. Об этих и других событиях к утру 29 декабря. И многое другое. Самые важные и срочные новости, эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в Украине, России, Беларуси и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Дональд Трамп принял Владимира Зеленского. Встреча президента впервые прошла в личном поместье Трампа Мар-а-Лаго во Флориде. Саммит отличался от предыдущих не только этим. Он начался с заметным опозданием почти в полчаса, а после рукопожатия на крыльце лидеры устроили тут же импровизированную пресс-конференцию и еще 10 минут отвечали на вопросы журналистов. Мы находимся на финальном этапе переговоров. Это либо прекратится, либо продлится очень долго. Мы должны говорить о плане из 20 пунктов. 90%, кстати, было сделано нашими двумя командами. Я думаю, они проделали отличную работу. И да, мы обсудим и эти пункты. Трамп также похвалил Зеленского и украинский народ. Этот джентльмен работал очень тяжело, он очень мужественный, как и весь его народ, и я не знаю другой такой нации. Кроме того, хозяин встречи иронично прокомментировал постоянные взрывы в глубине России, заметив, что вряд ли дроны прилетают в тыл страны-агрессора из Конго или из США. Спросили Трампа и о возможной дате заключения соглашения. У меня нет дедлайнов. Мой дедлайн — это положить конец этой войне. После этого журналистов попросили сходить на ланч, а делегации приступили к закрытой части встречи. Перед прибытием украинского президента Трамп позвонил Путину. Он назвал этот разговор, цитирую, «хорошим и очень продуктивным» и анонсировал еще один звонок Путину уже после встречи с Зеленским. По прилету в Майами Владимир Зеленский написал, что важные решения могут быть приняты уже до Нового года. Сейчас идут одни из самых насыщенных дипломатических дней в году, и многое может решиться до Нового года. Мы делаем для этого все возможное, но будут ли решения, зависит от партнеров, от тех, кто помогает Украине, и от тех, кто давит на Россию, чтобы россияне почувствовали последствия собственной агрессии. Невероятно, но факт: Россия и Украина согласились на прекращение огня. Конечно, речь о локальном перемирии вокруг Запорожской АЭС. На этот шаг стороны пошли, чтобы починить линии электропередач и не допустить аварий. Об этом сообщил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Ремонт займет несколько дней. Все пройдет под контролем специалистов агентства. Запорожская станция под оккупацией с 22 года и уже 12 раз теряла внешнее питание, каждый раз рискуя безопасностью реакторов и бассейнов с топливом. В этом декабре сеть обрывалась дважды. Объект держался на дизель-генераторах. ЗАЭС, крупнейшая АЭС Европы, до войны давала Украине 1/5 часть электроэнергии. И каждое отключение – это игра с огнем на фоне боев. В остальном страна-агрессор действовала в своем стиле в течение недели, на которую припала самая интенсивная череда международных встреч для достижения мира. Москва показывала очередной пример кремлевской дипломатии. Владимир Зеленский написал, что за 7 дней Россия выпустила по Украине более 2100 ударных дронов, около 800 управляемых авиационных бомб и 94 ракеты разных типов.
Мощный удар по элите захватчиков Птахи Мадьяра провели уникальную спецоперацию, нанеся существенные потери отборному подразделению российской армии. Дроны сил беспилотных систем разнесли хваленый спецназ из 14-й бригады того самого Главного управления Генштаба РФ, более известного под старым названием ГРУ. Возмездие настигло захватчиков в населенном пункте Бердянское на территории оккупированной части Донецкой области. Командующий СБС Роберт Бровди лично сообщил о результатах. По подтвержденным данным, ликвидирован 51 оккупант, еще 74 ранены. Часть военных пропали без вести. Таким образом, более 120 спецназовцев выведены из строя. На опубликованном видео видно, как точечные удары накрывают позиции российских сил. А это не так называемые мобики, а подразделения, которые Кремль готовил для разведки и скрытых операций. Теперь эта элита пополнила список потерь, которые Россия пока не решается признавать публично. Железнодорожное сообщение между Россией и оккупированным Крымом оказалось временно разорванным. Как минимум 7 поездов застряли в пробке и двигались с опозданием в несколько часов. Причина не рядовая. В Ростовской области сошел с рельсов грузовой поезд. Проблемы официально подтвердили российские источники. Оккупационная прокуратура проводит проверку, правда, причин аварии не называя. Интересно, это дают о себе знать четверть века путинской стабильности или до этой магистрали все-таки дотянулись длинные руки Буданова или Малюка? Делитесь версиями. От слов к делу. Польша начала новый этап укрепления восточной границы. Тут строят еще одну стену, невидимую. Но защитить она должна не от нелегальных мигрантов, а от дронов. Замминистра обороны Польши Цезарий Томчик заявил The Guardian, что первые элементы антидроновой стены будут готовы уже к середине 2026 года. А возможно и раньше. Эта линия обороны будет включать не только ракетные комплексы, артиллерию, пулеметы и средства РЭП, но и оборудование для блокирования наземных границ, которое можно будет развернуть за несколько часов. Полностью стена будет готова через 2 года. Стоимость проекта 2 миллиарда евро. Почти все финансирование будет обеспечено из бюджета ЕС. Повод понятен. Осенью 2 десятка российских дронов залетели в Польшу, некоторые на сотни километров. Сбить удалось лишь небольшую часть из них, причем для этого НАТО пришлось поднимать истребители и использовать патриоты. Слишком дорого и слишком медленно. Этот урок хорошо усвоили в Варшаве. Путин увяз в Украине, но успевает искать себе врагов и на других фронтах. В этот раз кремлевский геополитик решил в очередной раз послать некий сигнал Астане. Российский диктатор принял у себя бывшего коллегу, некогда полновластного хозяина Казахстана Нурсултана Назарбаева. Внешне частная встреча старых партнеров. Но Путин никогда не делает таких вещей просто так. И это некий сигнал Кассым-Жомарту Токаеву. В Казахстане отреагировали, правда, не на президентском уровне. С резким заявлением выступили в парламенте страны. Что это за суетливая беготня? Неужели это всего лишь унизительное поведение человека, который когда-то единолично правил и командовал народом, но теперь понял, что тот не станет для него защитой? Депутат предложил на законодательном уровне ограничить право выезда для бывших высокопоставленных чиновников, включая экс-президента. Обоснование – знание гостайны. Пока Герасимов в очередной раз рассказывал Путину о победах оккупантов, под Добропольем украинские защитники разнесли колонну российской бронетехники, которая пошла в очередной штурм и снова попала под удар дронов. Бойцы отдельного отряда спецназначения «Лазарс Групп» и подразделения первого корпуса Нацгвардии «Азов» устроили мощную единовременную демилитаризацию техники захватчиков, ликвидировав около десятка единиц, включая различные виды БМП, БТР, а также танк и мостоукладчик. Россияне снова пытаются давить железом в лоб, но на Добропольском направлении эту тактику уже называют чем угодно, но не военной. Больше похоже на медленное самоубийство колоннами под прицелом дронов. Так выглядит падение диктаторов в некоторых странах. Но не всем так везет. Некоторым приходится ограничиваться демо-версией. Александр Лукашенко снова не послушал врачей и, вопреки очевидным проблемам с лишним весом и коленными суставами, решил продемонстрировать свою спортивную форму, снова решив выйти на хоккейную площадку. Диктатор, которого в последние годы буквально раздуло, предсказуемо рухнул на лед и не смог подняться без посторонней помощи. На кадрах видно, что несменяемому руководителю
Беларуси помогли. Его случайно задел игрок его же команды. Матч на несколько минут фактически остановился. Заметно располневшему диктатору все труднее дается даже обычный спуск по трапу. Такие моменты пресс-служба не показывает уже несколько лет. Выступает Лукашенко все чаще сидя, либо заметно опираясь. Иногда приходится пользоваться креслом-каталкой. Похоже, даже хваленые заморские инъекции, которые передал в Минск спецпосланник Трампа, такому уникуму не помогают. Когда видео с позорным падением уже широко разошлось по интернету, пресс-служба самопровозглашенного руководителя Беларуси решила выкрутиться и выдать поражение за подвиг. Обычная рабочая ситуация. Бей своих, чтобы чужие боялись. Все в порядке. Чувствую себя хорошо, если не считать растяжения мышц спины. Готовлюсь к следующей игре. А чтобы быть всегда в курсе таких и других, как забавных, так и крайне важных событий, оставайтесь с Нехта. Когда происходят большие события, самое страшное не то, что случается. Самое страшное – не знать, что происходит. Не иметь связи с родными, не видеть новостей, не понимать, что делать и куда бежать. Next Step VPN, который мы запустили для вас, нужен не только для галочки и не только для обхода блокировок. Он нужен, чтобы в любой момент у вас была связь, информация и доступ ко всему, чтобы вас нельзя было выключить одной кнопкой. Next Step VPN. 2 клика, и вы всегда на связи. Отдельное спасибо, что досмотрели до конца. Спасибо за ваше доверие. Жду развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно, чтобы нас становилось больше. На этом пока все. До новых встреч и хороших вам новостей.